Встреча посвящена дню, когда вся страна вспоминает о важности и безопасности мира, чествует тех, кто стоял и по сей день стоит на страже нашей Родины. Дуа прочел старейшина Общественной палаты республики Исаак Элисханов. Гости отметили, имена солдат навсегда вписаны в героическую летопись государства и нашей республики. За каждой золотой звездой героев России и Советского Союза история и судьба человека. У кого-то она оборвалась трагически во имя спасения других жизней. Первым высокого звания Героя России был удостоен генерал-майор авиации Сулумбек Асканов. 7 февраля 1992 года, когда Асканов выполнял очередной полет, у самолета произошел неожиданный отказ управления. МиГ стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет от домов, но сам катапультироваться не успел. Невозможно измерить и участие ингушей в Великой Отечественной войне. Чем дальше отдаляется от нас та война, тем более величественным предстает перед нами подвиг людей, разгромивших фашизм и удостоенных высшего звания Герой России. Участвовали в различных боевых действиях, проявляя не только мужество, но и исключительное чувство долга. Их имена живут в сердцах благородных потомков, и наша обязанность помнить и чтить их память. Невозможно обойти стороной и вклад солдат, которые выполняли свой интернациональный долг. В конце 70-х годов по просьбе правительства Афганистана Советский Союз ввел туда войска для поддержания завоевания Апрельской революции. На встрече присутствовали ветераны этих боевых действий. Яхья Картоев прошел войну с честью и достоинством, выполнив свой интернациональный долг. Естественно, отрадно. Тогда, в то время, во время афганской войны, среди наших земляков не было ни перебежчиков, ни дезертиров, не было ни единого случая проявления малодушия. Наоборот, в процентном отношении 70% были награждены орденами Красной Звезды за отвагу, за боевые заслуги. А сегодня в связи с боевыми действиями на территории Украины сотни наших земляков достойно защищают интересы страны. 4 солдата-земляка получили звание Героев России, к сожалению, 3 из которых награждены посмертно. Муса Сакалов отправился на передовую с самого начала СВО. Наши уже были там. И мы, наверное, все слышали, что ОМОН наш СОБР, ингушский СОБР ОМОН, без потери там захватили там ассоциация, вернее, атомную электростанцию. Мы потом уже подъехали, там несколько человек. Где-то с 15 марта до 12 июня я был там, находился там в зоне СВО. В городе, мы находились в городе Энергодаре. У меня была командировка, я должен был как-никак. Это был мой долг поехать. Надо думать всегда, что за спиной наша страна. Вот об этом надо думать. И каждый человек должен в себе хранить, что он патриот. У него должен быть патриотизм. И каждый должен считать вот так. 2025 год указом Владимира Путина признан годом защитников Отечества. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны. Год, который напоминает о важности исторической памяти. Общественная палата Ингушетии принимает участие в поддержке семей участников специальной военной операции. Мы собираем помощь, мы организовываем новогодние подарки этим детям. Мы на дом выезжаем, мы поздравляем с Днем Матери именно тех мам, которые каждый день просят у Всевышнего сохранить как его сына, как его супруга, как ее супруга, так и чужих. Никто никогда не отделяет. И Общественная палата очень большую помощь оказывает. Да, мы вязали, вот движение Матери России, носки вязали, кто-то приносил теплые пояса, но никто ничего не говорил. И каждый говорил, даже эта шапка, которая попадет нашему, не только ингушу, без разницы, отдохцу, дался, долги речу, аскачу, какая благодать тот, кто мне прислал. Поэтому надо стараться поддержать их. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз 24.